Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Якутия-24. О событиях сегодняшнего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И вот самые главные темы сегодня. В России прошла регистрацию новая, уже вторая вакцина от COVID-19. В ближайшее время начнутся клинические испытания. Перевод на дистанционную работу. Как правильно оформить удаленный режим и не потерять в зарплате. Оперативный штаб Якутии разъяснил порядок обязательной самоизоляции и удаленной работы при ОРВИ. Расскажем, что и как нужно делать. Механизм расселения из аварийного жилья заработал в России. В Якутске подписан первый договор развития застроенных территорий. Целый поселок в Мирнинском районе остался без главы. Подано заявление в правоохранительные органы, готовится обращение в прокуратуру. Мусорная война в столице продолжается. Уже третьи сутки машины регоператора не пускают на полигон из-за многомиллионных долгов. Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду объявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19. Речь идет о препарате под названием Эпивак Корона, разработанном новосибирским центром «Вектор». Кроме того, президент России заявил, что на подходе и третья вакцина от коронавируса, производителем которой является Центр исследований и разработки препаратов имени Чумакова. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что первые 60 тысяч доз новой вакцины от «Вектора» будут выпущены в ближайшее время. После этого «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в разных районах России. Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины. И, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире. Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами и будем продвигать нашу вакцину из-за рубежом. Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего во всяком случае на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться. За минувшие сутки на территории Якутии зафиксировали 130 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. В Якутске выявлено 83 новых случая, в Жиганском районе 6, в Нерюнгринском 5, по 4 заболевших в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах. Отдельные случаи заболевания зарегистрированы в Аллаиховском, Вилюйском, Горном, Нюрбинском, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. COVID-19 унес жизни еще 2 человек. Лаборатории провели 5254 исследования. Коронавирусная инфекция, как вирус распространяется и распространился по всей республике. И, соответственно, для нас сегодня стоит задача, отрабатывать так, чтобы все лица были изолированы, госпитализированы и оказывалась медицинская помощь. Этим сегодня и занимается управление Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения. Оперативный штаб Якутии разъяснил порядок обязательной самоизоляции и удаленной работы при ОРВИ. В случае, если заболел член семьи, есть первые признаки ОРВИ – это повышение температуры тела, ломота в суставах или мышцах, боль в горле, насморк, отсутствие обоняния. Необходимо сделать следующее. Во-первых, оформить заявку на вызов врача по телефону поликлиники или через приложение «Облачная поликлиника» и «Медсеть». Второе. Все члены семьи, которые проживают вместе с больным, самоизолируются до установления больному точного диагноза лечащим врачом. Третье. Работающие члены семьи уведомляют работодателя о том, что они контактны с больным ОРВИ и переходят в режим самоизоляции. Работодатель же обязан со дня уведомления работника перевести его на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перевода предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы по соглашению сторон. Если больному диагностирован COVID-19, то изоляция членам семьи продлевается на 14 дней с момента последнего контакта с больным. Больничный лист при контакте выдается со дня выдачи такому гражданину постановления Роспотребнадзора о изоляции. Если у больного исключен COVID-19, но есть сезонная ОРВИ, то с этого дня режим самоизоляции для всех членов семьи больного прекращается. Казалось бы, мытье рук – самое обычное дело, однако и тут есть свои тонкости. Какие, расскажет Саргалана Неустроева.
15 октября – Всемирный день мытья рук. В современных реалиях обойтись без данной процедуры невозможно. Мы расскажем вам, как правильно продезинфицировать не только руки, но и рабочие поверхности, а также развенчаем мифы об одноразовых масках. Кожа на руках содержит множество микроорганизмов, в том числе и болезнетворных. В среднем каждый человек в течение дня моет руки 8-10 раз. Этого вполне достаточно для того, чтобы предотвратить ряд заболеваний. Важно помнить, что влажные салфетки не заменят мыло и воду. Их использование – паллиативная гигиена, нежели полноценная процедура. Поэтому в деле гигиенической профилактики инфекций лучше замены мылу и воде пока нет. Предлагается 5 простых способов мытья рук для сохранения своего здоровья. Смочите руки теплой, по возможности, водой и намыльте их, или нанесите небольшое количество жидкого мыла, более предпочтительно, размером с горошину. Трите руки до тех пор, пока мыло не вспенится, уделяя внимание пальцам, коже между пальцев и под ногтями. Продолжайте тереть руки еще 15 секунд. Смойте мыло под проточной водой. Высушите руки при помощи бумажного полотенца. Также используйте бумажное полотенце, чтобы закрыть кран или, если необходимо, открыть дверь туалетной комнаты. Также важно помнить о чистоте и безопасности в офисе и на работе. Держите рабочее место в чистоте, откажитесь от рукопожатий. Нынешняя ситуация показала, что расставаться с масками еще рано. Так, Роспотребнадзор призвал носить маски, и сейчас это обязательно в большинстве регионов страны. При использовании маски крайне важно правильно ее надевать, чистыми руками, закрывая нос и рот. Нельзя трогать маску, пока вы ее носите, а снимать ее следует также чистыми руками и сразу выбрасывать в закрывающийся контейнер или пакет и снова мыть руки. Более точные указания, как правильно носить маску, зависят от ее типа. Медицинские маски изготавливаются из специального нетканного материала, крепятся с помощью резинок, закрывают нос и рот. Медицинские маски состоят из 3 слоев. Первый внутренний слой должен впитывать влагу, средний – фильтр, внешний, часто окрашен в синий, голубой или зеленый цвет, обладает водоотталкивающими свойствами, но не обязательно. Тканевые маски попадают в ту же категорию, что и медицинские. Росстандарт разработал технические условия для их производства и обозначил условия эксплуатации. Маска должна состоять как минимум из 3 слоев хлопчатобумажного материала. Ее нужно менять каждые 4-6 часов, после использования стирать и гладить. Правда, Роспотребнадзор рекомендует менять маску каждые 2 часа, если только она не загрязнилась раньше. Респираторы отличаются от масок тем, что должны прежде всего защищать того, кто их носит, так как фильтруют вдыхаемый воздух. Респираторы с клапаном не используются врачами в стерильных помещениях, так как выдыхаемый воздух не проходит через фильтр. Соответственно, их не должны носить те, кто уже заболел. Работодатель должен определить список сотрудников, переходящих на удаленный режим работы для организации деятельности предприятия. Вопрос о переходе на дистанционный режим должен решаться работодателем с учетом задач, которые возложены на работника, и возможности выполнять их удаленно. Также необходимо издать приказ о временном переходе сотрудников на удаленку и ознакомить с ним работников, а также заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Зарплата сотрудника, работающего удаленно, при сохранении выполняемого объема работы должна остаться без изменений с учетом всех ее составляющих: оклада, доплат, надбавок, премий, иных компенсационных и стимулирующих выплат. По последним данным, в 44 школах Якутска в дистанционно-очном формате ведется обучение почти 43 тысяч учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации. Из них 21 тысяча детей обучаются дистанционно, 21,5 тысяча очно. Дистанционную форму обучения для ребенка можно выбрать, написав соответствующее заявление, пояснили в Управлении образования Якутска. В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом на дистанционную форму обучения переведены ученики 112 классов в 27 школах города. Из них 26 классов переведены на такой формат в связи с заболеванием детей коронавирусом. Остальные 86 классов обучаются дистанционно из-за распространения гриппа и ОРВИ.
Дистанционная форма обучения для студентов и для учащихся дополнительного образования проходит по-разному. За несколько месяцев после перехода на удаленный формат кое-что начинает получаться, но есть и определенные трудности. Как переживают дистанционку нерюнгринские учреждения? Об этом в нашем следующем сюжете. Для педагогов и студентов нерюнгринского филиала СВФУ переход на дистанционный формат обучения прошел практически безболезненно. Преподавателям и студентам хватило 3 недель, чтобы освоить новые формы, и теперь никаких трудностей с усвоением материала и сдачей зачетов и экзаменов они не испытывают. Учебный процесс начался по графику с 1 сентября. К очному обучению приступили только студенты первых курсов, остальные продолжили обучение дистанционно. С 14 октября по приказу ректора первокурсники также перешли на дистанционку. Иногородние студенты разъедутся по районам, из которых прибыли, за небольшим исключением. Допустим, у них нет интернета в поселках, в деревнях, или плохой интернет, да? То есть они не могут полноценно реализовывать дистанционное образование у себя, на месте постоянного проживания. Такие студенты у нас остаются в общежитии и учатся также дистанционно. С дополнительным образованием дела обстоят совсем иначе. Для каждой дисциплины учебный процесс строится по-разному. У многих детей нет возможности использовать специальные обучающие платформы, поэтому приходится использовать гаджеты, которые есть под рукой. 5 и 6, 7, 8. Преподаватели записывают на видео обучающий материал, дают контрольные задания и рассылают ученикам, а те, в свою очередь, дают обратную связь, также видео или аудио. Но и здесь есть свои нюансы. Здесь свои определенные есть специфические особенности, которые тоже нужно учитывать. Через монитор экрана это очень сложно сделать, поэтому приходится объяснять, где-то наглядно показывать, где-то рисую картинки, чтобы они могли понять расположение того же самого языка, как взять правильно дыхание и так далее. Групповые формы, такие как хоровое пение, оркестр, ансамблевый танец, и вовсе оказались в тупиковой ситуации. Даже если собрать ребят на одной платформе одновременно, то тут все зависит и от скорости интернета у каждого, и от качества звука, и еще от многих факторов. Хоровое пение – это коллективный вид искусства. И, конечно, дети в первую очередь должны слышать в хоре и себя, и своего товарища. У нас есть разные виды работы в хоровом пении. Мы занимаемся и сольно, и ансамблевым, но хоровое пение – это коллективное звучание. И сегодня мы, к сожалению, лишены этого. Спустя 5 месяцев после перехода на новый формат обучения адаптироваться к современным условиям более-менее удается. Так преподавателями намечены планы на участие в различных конкурсах и олимпиадах. Но все же и ученики, и родители, и педагоги с нетерпением ждут встречи друг с другом. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутии продолжают усилять меры по противодействию распространению ковида. Согласно действующему указу главы Якутии, разрешена работа музеев и библиотек, но с условием 1 человек на 4 квадратных метра, социальная дистанция, наличие масок. На основании решения оперативного штаба республики организациям культуры рекомендовано обеспечить дистанционную работу не менее 50% сотрудников. Запрещены служебные командировки, выезды на гастроли. Об отмене открытия сезона уже объявил Саха-академический театр. Все спектакли и концерты перенесли Русский драмтеатр имени Пушкина, театр КМНС, театр Аланхо, филармония, театр эстрады, ансамбль Туймада, виртуозы Якутии, театр оперы и балета, Нюрбинский, Мирнинский, Нерюнгринский театры. Кинотеатры, являющиеся преимущественно частными, продолжают работать с учетом социального дистанцирования. Библиотеки работают через электронную библиотеку и колл-центр. Музеи также пока открыты. НИИ сельского хозяйства республики уже много лет поставляет в коневодческие хозяйства Якутии и других регионов страны ряд вакцин против инфекционных заболеваний. В институте налажено не только их производство, но и пробиотиков для животных. Уже 20 лет производится препарат Саха-бактисуптил. Он хорошо себя зарекомендовал против огромного количества бактерий и вирусов, хорошо стимулирует иммунитет животных. В состав препарата входит фермент каталаза. Он, по недавним исследованиям зарубежных ученых, эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией, так как является активным индукатором интерферона альфа. В будущем на основе Саха-бактисуптила возможно создание препарата для лечения коронавируса у людей. В этом направлении ведется совместная работа с научными медицинскими учреждениями. Наш препарат уже 20 лет на рынке лекарственных средств России и прошел все успешно производственные испытания. Поэтому, конечно, мы считаем, что в перспективе он обязательно должен быть препаратом для людей.
Но это как бы не наша задача. Ну, мы можем совместно с ними помочь провести доклинические испытания. У нас очень многие проведены. У нас часть испытаний доклиники проведена в институте в Москве, где изучали токсичность наших штаммов. И они совершенно не токсичны, хорошо действуют на организм животных. Сейчас короткая реклама и смотрите далее на канале Якутия-24. Механизм расселения из аварийного жилья заработал в России. В Якутске подписан первый договор развития застроенных территорий. Поселок в Мирнинском районе остался без главы. Подано заявление в правоохранительные органы. Готовится обращение в прокуратуру. Мусорная война в столице продолжается. Уже третьи сутки машины регоператора не пускают на полигон из-за многомиллионных долгов. Вы смотрите «Итоги дня». Мы продолжаем программу. Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Президент сказал, с учетом того, что ситуация складывается, в общем-то, непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжело. Тяжело и отдельным отраслям экономики, в том числе стройки. И предложил продлить эту льготу хотя бы до середины следующего года. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею президента. Между тем, новый механизм расселения из аварийного жилья заработал в России. А первый договор развития застроенных территорий был подписан в Якутске. Он заключен между столичной мэрией и акционерным обществом «Саха-Транснефтегаз». Договор предусматривает предоставление субсидий за счет средств фонда ЖКХ застройщику на возмещение расходов, понесенных им в связи с переселением граждан из аварийного жилья. Стороны считают, что это должно положительно отразиться на развитии и поддержке строительного сектора Якутии и стать хорошим подспорьем и для строителей, и для учреждений, ответственных за расселение аварийного фонда. В Чонинском наследии Мирнинского района, больше известном как село Арылах, работают сотрудники регионального МВД. Причиной стало заявление нового главы наследия Тамары Гороховой. По ее заявлению, после увольнения всех работников бывшей администрации исчезли правоустанавливающие документы наследия, а также устав ИНН и печати администрации наследного совета депутатов, а также бухгалтерская документация. По словам главы наследия, отсутствие документов усложнило выдачу заработной платы работников. Кроме того, нет возможности принять новых сотрудников. Новый глава был вынужден обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Кроме того, готовится совместное с депутатами обращение в прокуратуру. Получается, я, если вышла 18 числа, получается, тоже осталась без зарплаты. Плюс у меня идет долги по актам сверки, очень много. Плюс, получается, у меня идут долги по выплатам. Получается, тепло, свет, я вообще никак не могу это все, потому что мне надо менять электронно-цифровую подпись. В этом тоже есть как бы проблема. Вред нанесли не только, допустим, какая-то личная, может быть, неприязнь, но это именно вред моему населению, который уже, извините, уже на улице зима. Должен быть и свет, и тепло. Проблем очень много. Поселок-то у нас дотационный, поэтому, конечно, свет, вода, тепло, все как бы сейчас пока функционирует, благодаря тем людям, которые сейчас со мной работают. Мне нужно один день. Все, что восстановить. Они есть все на сайтах, не спрятано. Нас проверяет счетная палата районная, внутренний контроль, внешний контроль, ОБЭП и так далее. Все проверки-то, мы идем же. Я 10,5 лет отработал. А пришли интриганы. Я так и говорю, интриганы. Надо работать, зиме готовиться. Новость об инциденте вызвала в социальных сетях широкое обсуждение среди населения. Комментарии поделились на два лагеря. Кто-то встал на защиту бывшего руководства, ну а кто-то пожелал удачи и сил новому руководителю. Телеканал «Якутия-24» будет следить за развитием событий. Более подробная информация появится в наших дальнейших выпусках. Третьи сутки спецтехнику регионального оператора Якутской кассети не запускают на мусорный полигон. Загруженные мусоровозы вынуждены простаивать, а мусор со дворов, домов и предприятий столицы не вывозится. В понедельник жилкомсервис сообщил, что приостанавливает допуск спецтехники регионального оператора из-за образовавшегося долга. Региональный оператор с долгами не согласен и настаивает на решении дела в суде. К решению проблемы подключилось и правительство республики в лице министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Принятие подобных мер со стороны жилкомсервиса в министерстве считают необоснованными.
14 октября, буквально вчера, мы провели совещание с участием прокуратуры республики, природоохранной прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзор и с участием администрации города Якутска. Были даны соответствующие поручения жилкомсервис администрации города принять оперативные меры по допуску спецтехники регионального оператора Якутской кассети, но, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день данные меры не приняты. Инспекторы экологического надзора выехали на место происшествия для проведения проверки сообщения о сливе сточных вод в поселке Чульман Нерюнгринского района. Они проведут плановый осмотр рек Дежневка и Чульман для выяснения всех обстоятельств по факту сброса сточных вод, говорится в сообщении. Ранее в социальных сетях распространился видеоролик с информацией о сливе неочищенных грязных вод на рельеф местности в Чульмане. План по овощам открытого грунта был перевыполнен в Ленском районе. Вместо 2500 тонн фермеры собрали более 3000. Небольшое отставание на 200 тонн по картофелю. Замминистра сельского хозяйства региона Николай Афанасьев в ходе заседания с главой Ленского района сообщил, что сельскому хозяйству на уровне республики уделяется огромное внимание. Развитие отрасли идет по всем направлениям. Изначально на 2021 год из-за пандемии и ее последствий было утверждено 6 миллиардов рублей вместо 9. Но на последнем совещании глава республики дал поручение наш объем финансирования оставить на уровне прошлого года – 9 миллиардов рублей. В Мирном умельцы собрали уникальный вездеход. Он может плыть по болотам, по мелководным речкам и без затруднения передвигаться по тайге. С гением инженерной мысли ознакомилась Марфирина Алексеева. Михаил, Василий и Николай дружат с детства. Изобретать чудо-технику из старого металлолома – их хобби. Вначале это были электрические велосипеды, мотоциклы и даже двигатель для лодки. Ну а в этом году механики-самоучки реализовали свою давнюю мечту. Собрали 2 вездехода – гусеничного и колесного типа. И занимаемся мы этим помимо основной нашей работы. Начали мы изначально с гусеничного вездехода. И строили где-то примерно 2 месяца. По проходимости наш вездеход не уступает тоже вот альтернативному варианту, который вот собирает в Вологде или где еще вот Соколы. Как бюджетный вариант, те, которые у нас вот продаются, они дорого стоят. Машину назвали «Аргыз». В переводе с якутского «спутник». Около 3 метров в длину и 2 в ширину. Грузоподъемность 500 килограмм, скорость 60 километров в час. Вездеход с легкостью передвигается в условиях абсолютного бездорожья. Машина не только держится на воде, но и плывет. Мосты, получается, УАЗовские, простые. Рулевая тяга, рулевой механизм от ВАЗ-2109. И коробка тоже с 9. Двигатель Лифан 15 лошадиных сил. Колесо получается кразовский с камерой внутри. И сцепка, чтобы хорошая была, вот сделали вот маленькие такие протекторы. Вездеход заинтересовал местных охотников. Аргыз уже нашел своего хозяина. Так как я являюсь охотником-рыболовом, постоянно до этого приходилось ходить пешком везде. Уже до самого угодья. 10 километров – это еще у нас рюкзаки по 30 килограмм. Начал задумываться о приобретении подобной техники. Катались мы тут рядом. Тут у нас есть речка Ирлях, по кустам, по болотине. 2 раза катались. Понравилось. Теперь механики-самоучки серьезно задумались о производстве чудо-техники на заказ. Планируют расширить гараж и увеличить мощность двигателей в своих последующих моделях. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Сегодня отмечается Международный день белой трости. Она является символом незрячего человека. Дата призывает помнить о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире поражены слепотой 36 миллионов человек. Еще 253 миллиона имеют пониженное зрение. Юная якутянка Айлана Степанова выступила вместе с певицей Анитой Цой. Они исполнили песню «Неисправимая». Выступление состоялось в Москве в рамках гала-концерта 11-го международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Наш корреспондент Айсена Бурнашова побывала на мероприятии и посмотрела на творческие номера участников. Подробности далее. Вот она у меня здесь в телефоне.
Вот видите? Вы с ней уже познакомились? Нет. Мы еще с ней не познакомились, знакомы косвенно, потому что вместе записывали одну песню. Песню «Неисправимая». Певица Анита Цой и талантливая Айлана Степанова до гала-концерта еще не виделись. Репетировали онлайн, признаются артистки. И вот впервые они встретились и вышли на сцену. Айлана не видит сцену, но держится на ней уверенно. Диагноз атрофия зрительного нерва ей поставили сразу после рождения. Кажется, в дуэте Аниты Цой и талантливой якутянки совпало все. От цвета платьев до самой песни. Неисправимо влюбленные в музыку, неисправимо влюбленные в жизнь. Для меня спеть с Анитой Цой – это большая честь. Очень много готовились, ателье находили, шили платья. Моя жизнь будет связана с музыкой. Но я не думаю, что я буду такой популярной певицей, но я знаю, что моя жизнь будет связана с музыкой. Айлана, она уникальная девочка. Прежде всего, она человек, который слышит и живет музыкой. Это самое главное, это то, что ей в жизни поможет. Благодаря творчеству и умению видеть мир сердцем свой жизненный путь нашли сотни детей с нарушением зрения. Среди участников этого праздничного шоу немало и тех, кому пришлось столкнуться с равнодушием, а порой и с жестокостью окружающих. Фестиваль «Белая трость» призван поддержать особенных детей. Задача нашего фестиваля как раз в том заключается, чтобы менялось сознание людей к людям с инвалидностью. Очень рада, что Якутия с нами в этом году, безусловно. Для нас очень важно, когда дети поют, они очень талантливые. Фестиваль, как добрая традиция, уже в 11-й раз помогает детям осуществить мечту, выступить со звездами и доказать, что яркая жизнь есть и в темноте. Тамара Гверцителли, Зара, Николай Басков и другие знаменитые артисты. Вместе с ними сегодня на сцену вышли 29 детей. Из-за пандемии коронавируса гала-концерт фестиваля впервые проходит без зрителей. Но несмотря на такие нюансы, организаторы отмечают, что зрители смогут увидеть концерт в записи. Это случится 7 января на телеканале НТВ. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Такими оказались итоги дня сегодняшнего. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Берегите себя и не забывайте строго соблюдать масочный режим.